Всем привет, с вами Smart Библиотека 2.0.3, и это наша постоянная рубрика «Встречаемся с Smart». И сегодня у нас в гостях Стась Сарык. Привет! Привет! Ну и сразу хотим сказать, что наша библиотека уже открыта, а также вы можете заказать книги через сайт нашей централизованной библиотечной системы или по номеру 31 85 80. А также можете записаться в наши читальные залы. Приходите к нам, у нас будет дни открытых дверей, много мероприятий, мастер-классов. Всех ждем. Привет, Сестры, как настроение? Привет, отличное настроение, весеннее. Да, уже потеплело, но сегодня немножко, правда, похолодало. Расскажи нашим зрителям, читателям нашей библиотеки, какое твое впечатление? Первый раз я здесь была на репетиции джазовых песен, кажется. Да, запись есть у нас на канале YouTube. Я здесь, в Якутске, уже 6 месяцев. Нынче окончила учебу. Все очень много, очень много новых зданий, учреждений. Город очень развился. Что очень радует, еще адаптировалась к здешнему режиму. Приходи к нам почаще, мы сегодня тебе подарим читательские билеты. Кстати, вот на читательских билетах тоже записывайтесь. У нас внизу дежурят наши специалисты, они очень быстро оформят вам читательские билеты, подскажут, расскажут. Приходите, у нас все профессионалы. Значит, можно одолжить. Да, конечно. Как и в обычной библиотеке. Ну и, конечно, так как мы находимся в библиотеке, поговорим о книгах. Назови 3 книги, которые последние ты прочитала. Ой, если честно сказать, вообще времени нет на чтение книг и уединиться. Вообще я очень люблю читать перед сном, в основном американскую классику. Кого, например? Например, я в последнее время окончила книгу «Грозовой перевал» Эмили и Шекспира. Интересно, какая книга? Шекспир «Гамлет». Гамлет. Да, ага. Я уже ее в школе читала, поэтому люблю перечитывать то, что нравится. Сейчас, наверное, она уже по-другому читается. Да, с каждым разом вообще все по-другому. Как и в фильмах. Каждый разом смотрю и мелочи уже замечаешь. Да. Наверное, Гамлет, потому что и по роду твоей профессии, да, сейчас по работе, наверное, может быть, ближе, нет? Да, где-то в актерском, наверное, плане. И артист, он сам вообще проживает на сцене уже, второй дом. И... Если не первый даже. Да. Вообще полезно читать и на русском, и на якутском. А на якутском какие книжки ты читаешь? На якутском сейчас я уже не припомню, наверное. Наверное, в основном стихи, я так предполагаю просто. Да, стихи Дедушкина в основном читаю. То, что основано на реальных событиях. Может быть, многие не знают дедушку как зовут? Харитонов Павел Николаевич, он народный писатель под псевдонимом Аюку. У него есть песни, то есть стихи на мелодию мамы Уриданы Харитоновой. Я пела его, когда мне было 14 лет, интерактивный конкурс «Ангары». Было в 2007 году, я его первый раз исполнила. В 2007? Да, в 2007. Песня называется «Тапталах Коротом», который посвященный городу Покровску. Патриотическая песня. То есть ты сама покровчанка? Да, училась в школе в Покровске, 9 классов отучилась, и после я поступила в музыкальное училище в отделение фортепиано. Это здесь, на Кирова, получается? Да, на Кирова. Преподаватель Александр Сергеевич Чичран. Вообще ему очень благодарна
за труд, за опыт, который мне передал. Вообще. А дальше ты, я знаю, училась в Москве? После я проработала в театре эстрады год, и меня отправили учиться. Как целевое, да, Да, получается? целевое. Сейчас я вот в театре эстрады работаю. А в Москве что ты окончила? В Москве эстрадно-джазовое отделение Российской академии музыки имени Гнесиных. Круто. 4 года, бакалавр, получается. Бакалавр. Мгм. Так, ну а сама ты пишешь стихи? Вот идешь по стопам своих вот предков, так сказать? Ну, пишу, это уже громко сказано. Наброски есть, пробую, экспериментирую. Я думаю, должно получиться. Пробуй обязательно. Да, Отправляй мне. конечно. Я с удовольствием почитаю. Ну, в основном у меня на якутском. На русском хотелось бы тоже писать. То Сахлы и Дюйнбо. Ага. Так, ну и песни, да, стихи, тексты неразрывно связаны с музыкой, в песнях я имею в виду. Мгм. Вот, сама пишешь песни, мелодии? Песни я сама не пишу, а в основном исполняю на стихи дедушки песни и мелодия мамы Уридан Харитоновой. То есть это у вас получается такой семейный подряд, да? Да. Дедушка стихи, мама музыку, а ты исполняешь все это. Да, еще песня отца. А кто Стихами. записывает тебе аранжировку? Аранжировки по-разному. У Ярманова, у Перетертого, Михаил. да, Иннокентий. Лекесь. Лекеська. Ага. Ага. А расскажи поподробнее о песнях отца. Степан Семенова, он является старшим братом Павла Семенова. Песни я пою уже с детства, как себя помню. Начинала петь тоже с его песен. На стихи и мелодии Степана Семенова. Я его не видела, не знакома с ним лично, потому что его не стало на 10-й день после моего рождения. Поэтому всегда про него узнаю через его знакомых, одноклассников, вот, и через интервью, то, что осталось в интернете. То есть эти интервью, в принципе, можно найти? Да, они есть и в Ютубе, и в интернете есть, смотреть можно. А сам, допустим, Павел Семенов, он то есть песни старшего брата исполняет? Да, вот на сольных концертах он, по-моему, исполнял несколько песен самых известных. Ну, он поет в своем интерпретации. Ну, конечно. Ага. Скоро концерт, кстати, тоже 7-8 марта Да. у Павла. Вот. Ты там принимаешь участие? Я там нет. А я принимаю. Поздравляю. Ну, из каких, вопрос такой, с каких лет ты выступаешь на сцене? Ну, на сцене... Вот твой первый выход. Я вот свой первый выход очень хорошо помню. Первый большой выход у меня был на республиканском конкурсе «Сардангалах Артык». Проходила в Актемцах, Хангалас Мулусе. Это был для меня такой самый большой шаг. А перед этим я выступала в семейном кругу, в национальном празднике ИСЭХ. Вот. Ну, сколько тебе лет было примерно? Ой, ну уже с 5-6, наверное, уже так. Ну и, конечно же, о работе, да, поговорим. Ты работаешь в Государственном театре эстрады. Кстати, недавно присвоили этому нашему театру эстрады имя Юрия Егоровича Платонова. Вот, с чем поздравляю весь ваш коллектив. Расскажи о своем участии в спектаклях, о своей актерской работе. Я участвовала в мюзикле «Чудный костюм». Я там и танцую, и пою. Надеюсь, в будущем мне достанется второстепенная роль или главная роль. Очень надеюсь.
Мы там как большая дружная семья, очень хорошая атмосфера, такая творческая. Тоже, получается, мой второй дом. Вот. Очень благодарна нашему директору Татьяне Николаевне Чаранской, что предоставляет нам такую возможность. Ну и свое здание получили. Да, и новое здание. Вообще Сцена. очень многое произошло за эти 4 года, пока меня не было. И в спектакле «Тымын лан тынгыр холба» я там тоже и танцую, и пою. Очень огромное удовольствие находиться на сцене. Но это сложно? Все это одновременно делать? Ну, во всех сферах свои сложности, конечно. Ну, для меня, я как-то не задумывалась об этом. Ну, в музыкальном спектакле одновременно танцевать и петь, и попадать в ноты, мне кажется, это все равно дыхалка какая-то там нужна. Даже если ты поешь там бэк-вокал. Да, есть какие-то вот нюансы, но когда человек работает от души и получает от этого удовольствие, ну, дается как-то, я бы не сказала легко, но очень интересно. Получается, «Чудный костюм» — это твой первый опыт в работе в спектакле? Да, мой первый мюзикл. А это мой первый опыт написания мюзикла. Кстати, да. Композитор Егор Ефимов. Я в курсе, что при театре эстрады на днях буквально состоялась презентация вашей новой группы, которая, если не ошибаюсь, называется L47. Во-первых, почему такое название? Кто состоит в этой группе? Расскажи поподробнее, в общем, о том, что вы делаете, что играете, каверы или свои песни. Ну, название мы придумали все обоюдно. Подумали, что название должно быть запоминающимся и легким. Сразу должен оставаться в памяти. Л-47 – это адрес театра эстрады. Ленина 47. Ну, быстро и запоминающийся. Коротко и ясно. Да, коротко и ясно. Кто участник? В группе у нас в бас-гитаре Люция Грязнухина, в электрогитаре Иван Константинов. Наверное, его все знают. Он играл в главных ролях в фильме «Надо мной солнце не садится». И в ударнике у нас сидит Юрий Гольдеров. Вот. И я в клавише. Расскажи о своей сольной карьере. Ну, что ты сейчас поешь и вообще выступаешь ли ты сейчас на праздниках, на больших концертах, мероприятиях? Я вот только начинаю входить в творческий режим. Ну, как и все мы. Да, 4 года я, пока обучалась в Москве, вообще не было времени оставаться наедине с самим собой. И что-то создавать тоже как-то вот не до этого было. В Москве там режим быстро надо на работу, на учебу, ну, да, как-то надо тоже отдохнуть. Все куда-то спешат. А здесь все по-другому, поэтому только начинаю адаптироваться. И в планах, конечно, у меня есть новые песни уже создаются потихой. Вот, скоро будет новая песня. На всех электронных площадках. Да. Ну и помимо музыки, помимо работы, творчества, чем ты увлекаешься, чем занимаешься? Есть ли у тебя хобби? То какое? Я люблю рисовать. Что рисуешь? Рисую в основном портреты людей. Даже вот иногда создаю вот анимационные эти кадры. Хочу создать себе мультипликационный клип. Тоже моя большая мечта. Да, ну для этого у меня, конечно, опыта нет. Я самоучка и любитель просто. И, ну, пробую тоже, экспериментирую. Еще дополнительно я занимаюсь дорогом-дойду. Очень хорошее место я нашла, так сказать.
И занимаемся... с Или ним. оно нашло тебя? Или оно меня нашло, друг друга нашли. Занимаемся уже вот с осени. Вот. Кстати, песня, которая должна выйти на стихи Джарахна. Герасим Павлов — это гитарист, автор песен, мой очень хороший. Ой, Наш мелодия очень хороший друг. Джарахна, а стихи Михаила. Михаил Семенов. Михаис. Семенов. Михаил Семенов. Михаил Семенов — это Позор. Это бегать. Михаил Вот Семенов. это надо включать, Ага. пусть интересно. Да, наоборот. Это в самое начало надо. Ясно. А там спорт, там нет, да? Не будем спрашивать, там кулинария и так далее. Только спортом, да. Ну, Бегаю в Дахсун. в Дохсун тебя можно найти в Дохсун, но такая уже сдала. Либо в 6 утра, либо в 6 вечера. Да. Ладно, давай, блиц-опрос. По традиции у нас в конце интервью я задаю блиц-опрос, надо отвечать быстро, коротко. Поехали. Ой, Что появилось раньше, курица или яйцо? яйцо. Айфон. Айфон или андроид? Айфон. Любимая национальная кухня? Сахалы. Очки или линзы? Линзы. Гитара или фортепиано? Фортепиано. Рок или джаз? Рок. Когда встретишься со своим кумиром, что ты ему скажешь? С вами была Сашсары. Всем пока.